Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба. Мы собрали для вас самые интересные, актуальные и важные события вокруг Абхазии. Все, что может формировать наш имидж или влиять на нас прямо или косвенно. Итак, начнем. Проект так называемый «Будущее Закавказской Транссиб» и дискуссии, которые развернулись вокруг этого в СМИ, пожалуй, главная тема, на которой мы хотели бы заострить свое внимание. О какой же Закавказской Транссиб идет речь и почему о ней заговорили именно сейчас? Речь идет о существовавшем когда-то железнодорожном сообщении, которое напрямую связывало Россию с Турцией и Ираном через закавказские страны. Давайте уйдем немного в историю этого железнодорожного пути, который в свое время являлся довольно важной транспортной коммуникацией. В Советском Союзе существовала железнодорожная магистраль Грузия-Армения-Азербайджан, которая строилась довольно длительный период, а именно с 1907 по 1942 год вдоль границ с Турцией и Ираном. Она соединяла и соединяет, по сути, черноморские порты Грузии, в том числе и все Абхазское побережье, с Арменией, Азербайджаном и его портами на Каспии, с ответвлением из Армении в Турцию и из Азербайджана в Иран. Потому ее и называли Транссибом Закавказья. Стоит отметить, что данная транспортная коммуникация была заморожена более 30 лет. Она перестала функционировать в 1991 году из-за конфликта Армении и Нагорно-Карабахской республики с Азербайджаном. Это, разумеется, затрудняло активные экономические связи между Россией и Ираном, между Россией и Турцией. В сегодняшних реалиях, после того, как при посредничестве России между Арменией и Азербайджаном был подписан документ от 10 ноября, согласно которому в зону давнего конфликта были введены российские миротворческие силы, эксперты и наблюдатели заговорили о возможности возобновления железнодорожного сообщения между Россией, Грузией, Арменией, Азербайджаном, Ираном и Турцией. Однако в этой почти шахматной игре возможны различные ходы и рокировки. В том числе у многих возникает вопрос, будет ли участвовать в проекте Грузия. Возникает и другой вопрос уже с нашего угла зрения, а если будет, как это возможно без участия Абхазской железной дороги. Словом, вопросов множество. Вот что пишут различные издания о проекте. Портал rambler.ru обозначает следующее. По предварительным экспертным оценкам, благодаря этой артерии объем российско-иранской торговли наверняка увеличится как минимум на треть. Хотя для полноценного использования аналога Транссиба нужно реконструировать не меньше трети его протяженности, ибо за 30 лет простоя пришли в негодность немало участков магистрали. Далее автор статьи отмечает, что в использовании магистрали заинтересованы все, судя по тому, что транспортный вопрос включен в трехстороннее соглашение Москвы, Еревана и Баку. Так что Транссиб Закавказья вернется к полноценной работе, скорее всего, совместными усилиями России, Ирана, Турции, Армении и Азербайджана. Как видим, Грузии в этом списке нет. Вопрос о том, чем светит проект для Грузии, поднял портал Eurasia Daily. Согласно материалам этого издательства, грузинские аналитики очень внимательно следят и исследуют вопрос. Так, аналитики грузинской исследовательской организации «Центр по исследованию транспортных коридоров» считают, что Россия еще с 2000 года развивает концепцию коридора север-юг и ищет новые направления диверсификации грузоперевозок. Согласно им, именно с этой целью Россия в 2008 году подписала договор с Республикой Армения, согласно которому стопроцентная дочерняя компания ОАО «Российские железные дороги» Южная Кавказская железная дорога получила в концессионное управление армянское государственное предприятие «Армянская железная дорога» на срок до 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет по взаимному согласию сторон. Любопытное интервью на тему портал берет у грузинского эксперта в области безопасности Вахтанга Майсая, который в частности говорит о том, что Грузия напрямую не является частью коридора север-юг. В задействовании Грузии в этом проекте ключевую роль играет участок магистрали Абхазской железной дороги. Майсай не исключает, что ради осуществления и реализации этого проекта, возможно, даже правительство Грузии будет готово закрыть глаза на принцип территориальной целостности и не
не будет противодействовать использованию абхазских железных дорог в рамках проекта «Север-Юг». Уж слишком лакомы дивиденды от участия в этом проекте, недвусмысленно намекает эксперт. Далее в статье отмечено, что на практическом уровне проект восстановления абхазской дороги пока не рассматривается. Цитата: «У меня складывается такое впечатление, что сейчас все перенацелены на реализацию проекта Транссиб-Закавказье, а уже после того, как этот проект примет реальные очертания, я думаю, в повестку дня встанет вопрос реализации проходящего через Грузию коридора Север-Юг, в котором ключевую роль будет играть восстановление абхазской железной дороги», заявил Майсаев. Думаю, что стороны приложат усилия, и вторым этапом разблокирования всех транспортных коридоров может стать именно путь через Абхазию, в результате открытия которого еще больше возрастет транзитная роль Грузии, заключил эксперт. О том, что для Абхазии может значить осуществление данного проекта, какую роль в этом могут играть наши железные дороги, что мы можем выиграть и что проиграть, мы поговорили об этом с председателем Комитета по международным делам парламента Республики Абхазия Астамуром Логуа. Здравствуйте, Астамур. Да, здравствуйте. Закавказская Транссиб бездействовала около 30 лет. Как вам кажется, насколько реально возобновление ее работы? Ну, во-первых, я бы хотел напомнить, нам, нашим друзьям, что благодаря усилиям руководства Российской Федерации, вы буквально, не знаю, с пару дней, как вы слышали, о договоренностях, которые были согласованы с лидерами Армении, Азербайджана и Российской Федерации. Сейчас проходит процесс восстановления, скажем так, открытия коммуникаций транспортных, при котором у Армении появится возможность выйти на российский рынок через территорию Азербайджана. Также в этот проект подключаются Турция, Иран. И, скажем так, это не может не вызывать восторга, что в регионе в 21 веке наконец-то разблокируются транспортные коридоры, и люди, проживающие в той или иной стране, будут иметь возможность зарабатывать, и государство будет развиваться. Однако надо отметить, что, к сожалению, этот регион не разблокируется в целом, потому что в этом регионе проживаем и мы, то есть абхазское государство, есть еще Грузия соседняя, и так получается, что сегодня коридор этот транспортный разблокируется без участия абхазского государства, что не может не вызывать тревогу, откровенно говоря. Как вам кажется, что значит для нас стремление Грузии участвовать в этом проекте, и какова должна быть, на ваш взгляд, позиция Абхазии? Ну, смотрите, давайте начнем с абхазской позиции, с нашей стороны. Стремление Грузии, это отдельная тема, и я о ней обязательно скажу. Я хочу сказать следующее, что, еще раз повторюсь, разблокируется почти весь регион, кроме нас и соседей наших грузин. Я должен отметить, что если мы сейчас в этот проект не попадем, а насколько я понимаю, в Абхазии всегда достаточно положительно думали о возможности, транзитных наших возможностях абхазских, это и сегодняшние, и вчерашние власти всегда говорили о том, что мы на этом можем разблокировать нашу страну, заработать бюджет денег и так далее. Я не хотел бы, чтобы наша страна осталась тупиком, страной депо, в которой мы можем превратиться, если мы сейчас не каким-то образом весь регион не договорится до того, чтобы разблокировался абсолютно весь регион, а не какая-то его часть. Что же касается стремления Грузии, наверное, в Грузии тоже хорошо умеют считать и понимают, что эти иллюзии, скажем так, которым больше 30 лет, что Абхазия будет и была и будет являться составной частью Грузии, они должны отступить. И люди должны прагматичные, умеющие подсчитывать, считать и думающие о своем будущем и о будущем своего народа, должны прийти к тому, что есть реалии, которые сложились, надо их признавать и бок о бок работать, а другого не дано. Ни вместо Абхазии не появится Италия, ни вместо Грузии не появится Франция, это очевидно. И потому мы надеемся на то, что все-таки
наши коллеги, партнеры с российской стороны, да и вообще региональные лидеры, это касается прежде всего, конечно, Российской Федерации, Турции, Ирана, слава богу, Азербайджана, Армении, придут к тому, что желательно всем вместе договориться о том, чтобы весь регион был разблокирован. Конечно, мы рады тому, что значит, сегодня происходит в большей части региона, но мы не хотим оставаться в отрыве от всех этих проектов, и я думаю, что мы должны использовать все свои возможности для того, чтобы вот в регионе, значит, установился прочный мир, и транспортные и логистические коридоры были открыты для всех участников региона. Какие преимущества могут быть для нас в случае предполагаемого участия Абхазии в этом проекте? Вы знаете, с того момента, как, значит, появилась новость о том, что лидеры 3 стран договорились, и к нему подключаются и остальные участники, я стал интересоваться, для себя мне стало интересно, был, значит, в нашем Министерстве экономики, запросил кое-какие цифры, да, что бы это дало абхазскому бюджету, абхазскому государству. Соответственно, Минэк обратился в свой РУП, Абхазскую железную дорогу, и вот у меня передо мной есть данные. Значит, мы говорим о каких-то, скажем так, максимальных загрузках советского периода, 190 километров железнодорожного пути, участок Абхазской дороги. Если будем говорить о том, что до конца, до предела будет, значит, загружен этот участок, это очень большие деньги, порядка 7,5 миллиардов рублей. Но, друзья, я думаю, что мы понимаем, в какой ситуации вообще весь мир и в какой ситуации Абхазия в частности. Еще раз повторюсь, я больше всего переживаю за то, чтобы мы не остались на долгие годы, значит, страной тупиком, конечной остановкой, да, в регионе, где не будет никакого сквозного движения. Если его не будет, ну, мы можем тогда не рассчитывать на эту железную дорогу. И, откровенно говоря, я как-то, скажем так, в частных своих беседах со своими друзьями говорю, ну, в таком случае давайте разберем эти рельсы и продадим на металл, как мы это хорошо умеем делать, и мы это хорошо знаем после войны, как это происходило, и раздадим деньги народу, каждый получит, там, не знаю, по какой-то копейке, закроет какие-то свои финансовые проблемы, и на этом все закончится. Но мы, так как мы хотим развивать свою государственность, свою независимость, хотим, чтобы мы имели возможность, значит, торговать и работать с целым регионом. А я повторюсь, вот представьте себе, что абхазский участок железной дороги это 190 километров, ну и не более 200 с чем-то километров грузинского участка приводят в Турцию. Давайте подумаем и вспомним о товарообороте, который есть сегодня у Турции и России, и какое плечо короткое было бы, если бы эта железная дорога заработала. В том числе и для того, чтобы Абхазия развивалась в первую очередь. Я даже не о транзитных денежных сборах говорю, о которых сказал выше, а о том, чтобы мы могли сотрудничать с странами региона. И еще раз повторюсь, нам надо сделать все для того, чтобы сейчас, когда, значит, в большей части региона какая-то договоренность есть, сделать так, чтобы все вместе пришли к единому согласию, договорились о том, чтобы регион был разблокирован полноценно. А в чем, на ваш взгляд, состоят минусы и опасности участия в этом проекте? Потому что уверена, что такие опасения тоже будут существовать. Смотрите, во-первых, история с понятием «железная дорога» в памяти у абхазского народа, вы знаете, с чем ассоциируется, да, как сначала говорили, будут охранять какие-то грузы, а потом, во что это вылилось, мы прекрасно знаем. Вот все эти риски, они, конечно, у большего количества людей, безусловно, наверное, будут. Но мы должны, значит, постараться сделать так, чтобы все эти вопросы были сняты. Более того, когда говорят о транзите, абсолютно точно нет никакого разговора на сегодняшний день о каких-то пассажирских перевозках. Мы говорим о транзитных, значит, по крайней мере, я так предполагаю, что и речь идет о транзите грузов, которые должны передвигаться через территорию Абхазии. Но, к сожалению, пока современные реалии не воспринимают в Грузии и не нашлось тех политиков, которые признали бы суверенитет и государственную независимость абхазского государства, тогда, может быть, в далеком будущем мы бы могли говорить и о полноценном, значит, сотрудничестве как с соседним государством. Пока об этом говорить рано. Астамур, а в чем, на ваш взгляд, опасность пассажирских перевозок? Во-первых, надо понимать, что пассажирские перевозки, я бы не хотел, знаете, люди, которые будут находиться в этих поездах, могут, да, теоретически находиться, кто-то захочет выйти, память не так легко стереть, да, у людей и так далее.
пока не будет полного признания абхазского государства и не будет, значит, вот этого, пока, точнее, не произойдет признание со стороны Грузии, говорить о каких-то пассажирских перевозках рано и невозможно. Вот так бы я ответил. К другим темам. Довольно интересная показалась нам публикация на сайте «Спутник Абхазия», в котором свои итоги прошедшего года в сфере геополитики подводит старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Алексей Токарев. Одним из главных выводов, который делает Токарев, это усиление роли государства в целом. Цитата. «Лейтмотив 2021 года. Государство нужно больше», пишет Токарев. В предыдущие годы глобализация стремилась отменить национальные суверенитеты. Но, во-первых, основную тяжесть борьбы с пандемией несут именно государственные институты, а не частные корпорации. Наднациональные организации, ВОЗ, например, и вовсе поминаются теперь как бессильные, отмечает Токарев. Также он говорит о том, что 2020 год, к сожалению, не стал годом мира. В этой связи упоминает войну в Нагорном Карабахе, конфликты в Донбассе, Сирии и Беларуси. Токарев отмечает, что у 2021 года есть хороший шанс стать годом прорыва в самом тяжелом постсоветском конфликте. Имеется в виду, конечно, Московское соглашение от 10 ноября между Арменией и Азербайджаном. При этом, по его же словам, произошла некая перестановка интересов. Теперь армянская сторона чувствует себя более проигравшей, чем азербайджанская. Это значит, что конфликт по сути не урегулирован, считает Токарев. Цитата. «Несмотря на все политические заявления, он может быть эскалирован. С одной стороны, российские миротворцы между воюющими не первый год сторонами – надежная гарантия мира. С другой, их мандат ограничен 5-летним сроком, который может быть продлен». К тому же в регионе действует активный внешний игрок, отмечает Токарев. Во главе Турции сильный и амбициозный лидер, стремящийся тюркский мир сделать турецким, умеющий лавировать и во внутренних, и во внешних кризисах. О других моментах, которые отметил политолог. Показательным событием 2020 года он назвал подписание в резиденции американского посла в Тбилиси соглашения между властью и оппозицией. Цитата. «Времена, когда российские министры в качестве вежливых приглашенных арбитров успешно разрешали грузинские внутриполитические споры, давно прошли», пишет Токарев. «Теперь кризисы внутренней политики регулируются де-юре на территории другого государства». На этом фоне заявление Бедзины Иванишвили о том, что он уходит на покой, не добавляет стабильности политической системе, считает политолог. Заключение Токарева и прогноз на 2021 год радужными не назовешь. Цитата. «2021 не станет для постсоветского пространства годом мира. Пандемия не закончилась. В США новая администрация гораздо более идеологизированная, чем предыдущая. Конфликты не разрешены, национальные правительства ослабли, национальные суверенитеты под угрозой», заключает эксперт из МГИМО. Что ж, все это говорит о том, что перед нами, да и перед всем миром, еще множество вызовов и угроз, к которым нужно постараться быть готовыми. На сегодня это все. Мы будем стараться отслеживать для вас самые важные события вокруг Абхазии. До новых встреч в эфире.